Приветствую, друзья! Вы смотрите очередной выпуск телеигры «Атуйнатып. Битва командиров». Мы пригласили в студию пятиклассников. Пришло время выяснить, кто самый умный, самый удачливый и самый крутой. Знакомьтесь, это Артем Лонский. Он ученик 5 А класса средней общеобразовательной школы номер 1 имени Барея Абдрахманова. А еще он призер лыжных соревнований, призер зонального этапа летних и зимних шеймуратовских игр в городе Сибай. И поборется он в интеллектуальном бою с Эльвиной Валиахметовой. Она призер научно-практических конференций, призер спортивных соревнований и олимпиад. Привет, ребята! Как у вас дела? Хорошо. Хорошо. Игроки начинают свой путь с поля старт и, бросая кубик, двигаются по игровой карте. Маршрут состоит из заданий как интеллектуальных, так и творческих. У каждого игрока по 3 карточки помощника. Исключить один неверный ответ, попросить помощь у соперника и звонок другу. Если ответить на вопрос не удалось, игрок делает ход назад. Тот, кто первее взойдет на гору, то есть финиширует, тот становится победителем. Перед тем, как начнем игру, давайте выберем, кто сделает первый ход на камень, ножницы, бумага. Первый ножницы. Суефа, суефа. Окей, первый. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Кстати, ребята, мы забыли дать клички вашим коням. Давайте придумаем. Артем, как твоего зовут? Мой конь будет Сангэ. Это значит лыжи. Я занимаюсь лыжами уже как 5 лет. Это мой любимый спорт. И я на них занимаю призовые места. И они мне нравятся. Очень оригинальное имя. Эльвина, а ты как назвала? Мой конь называется Джамбо, потому что я хожу в секцию по борьбе на поясах, которая называется Джамбо. Тоже очень оригинальное имя. Категория кони. Вытягивай карточку. 15-й вопрос. Вопрос. Что такое лошадиная масть? А. Название породы. Б. Хорошее родословное. Или В. Цвет шерсти. Можно воспользоваться бустерами, если сомневаешься в ответе. Я воспользуюсь бустером 50 на 50. Хорошо. Мы убираем один неправильный ответ. Остаются варианты. Б. Хорошее родословное. Или В. Цвет шерсти. Я выбираю Б. Хорошее родословное? Да. И это неправильный ответ. Правильный ответ – цвет шерсти. Для лошадей еще с давних времен принято выделять 4 основные масти. Гнедая, рыжая, серая или вороная. Вот так вот. Ты делаешь шаг назад. Артем, расскажи, а почему тебе так нравятся лыжи? Мне лыжи нравятся, потому что у меня папа тоже занимается лыжным спортом. И мне они понравились с 1 класса. Я увидел, как быстро катаются лыжники и занимают призовые места. И мне тоже захотелось попробовать покататься на лыжах, и я решил заниматься ими. Эльвина, твой ход. Тоже 6. Категория кони. Вытягивай карточку. Вопрос 17. При помощи какого приспособления осуществляется управление лошадью? А. Поводья. Б. Коромысло. Или В. Сбруя. Можно воспользоваться бустерами. Я воспользуюсь бустером. 50 на 50. Остается 2 варианта ответа. А. Поводья. Или Б. Коромысло. А. Хорошо, мы приняли твой ответ.
Эльвина, расскажи, а почему ты решила заниматься борьбой? Ну, потому что оно развивает силу, смелость, выносливость, целеустремленность. А как долго ты ходишь на борьбу? Я хожу где-то полгода. А были ли у тебя уже соревнования или пока что нет? Да, у нас проходили соревнования в Тюмняке, и я заняла первое место. Поздравляю тебя. Итак, вариант А – это правильный ответ. Поводья являются средством управления лошади. Поводьями задают направление движению. Ребята, а вы знали правильный ответ? Артем, снова твой ход. Тоже 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Категория «История». Втягивай карточку. Вопрос 7. Сколько призывников и добровольцев ушли на фронт из Башкирии в годы Великой Отечественной войны? А. Более 700 тысяч. Б. 2 миллиона. Или В. 10 тысяч. Как ты думаешь, какой ответ? Давай поразмышляем. Я думаю, ответ А. А почему вы проходили это по истории, может быть? Ну, я, скорее всего, не помню, но думаю, то, что мы это проходили, и я что-то такое слышал. Припоминается что-то, да? Да. Хорошо. И ответ А правильный. Воинские формирования, созданные в Башкирии, участвовали во всех крупных сражениях Великой Отечественной войны. 200 тысяч солдат и офицеров наградили орденами и медалями. Эльвина, а ты знала ответ на этот вопрос? Я предполагала, что ответ будет А. Хорошо. И снова твой ход. 4. 3, 4. Категория ОБЖ. Вытягивай карточку. Вопрос номер 10. Химические и биологические средства, которые используются для борьбы с вредителями и болезнями растений. Это пестициды А. Б. Биогенные вещества. Или В. Детергены. Давай поразмышляем, как ты думаешь? Или можешь воспользоваться бустерами. Я думаю, ответ Б. Биогенные вещества? И это неправильный ответ. Правильный ответ – пестициды. Артем, твой ход. Кстати, как я заметила, вы уже в зоне лесов. И двигаетесь примерно в одинаковом темпе. 3. 1, 2, 3. Это легкий путь. Артем, расскажи, а вы любите с классом ходить на всякие мероприятия, в походы? Да, мы любим ходить. Мы ходили в музеи. Например, мы ходили в музей боевой славы. Мы ходили в военную часть. В походы тоже мы любим ходить. Мы ходили в поход один раз осенью в лес. Там мне очень понравилось и всем другим. Мы там отдыхали, играли в игры разные. А какое мероприятие, поход тебе понравился больше всего? Мне понравилось, когда мы ездили в музей боевой славы. Мне там понравился блокадный хлеб. Он был таким вкусным. Я вижу, у вас очень дружный класс. Предлагаю посмотреть ролик, который вы отправили нам. С первых дней в школе нас учат любить Родину. Мы познакомились с традициями и культурой многонационального башкирского народа. Мы стали свидетелями важных событий в городе.
Мы чтим и помним подвиг героев-земляков и ценим труд своих предков. Своим примером показываем, как важно беречь природу родного края. Мы были маленькими, но делали важные, полезные и добрые дела. И сейчас со всей страной вносим свой вклад для победы. В начальных классах мы были шеймуратовским отрядом. Шеймуратовцы, клянусь! Клянусь! Преданным своему народу, клянусь! Клянусь! Сегодня для нас большая честь, что мы стали шеймуратовским классом. Очень классный ролик. Расскажи, а как вы его снимали? Ну, мы думали всем классом, как снять ролик. И нам хорошую идею сказала Эльза Радиковна. Это одна мама из нашего класса, моего одноклассника. И мы по ее идее сняли видеоролик, и он получился очень классным. Хорошо, ход переходит к тебе, Эльвина. Бросай кубик. 1. Категория «История». Вопрос 16. Что говорил генерал Шеймуратов, чтобы поднять в атаку своих бойцов? А. Потомки Салавата отступать не умеют. Б. Своих не бросаем. Или В. Кто, если не мы? Я думаю, ответ А. А почему ты так думаешь? Потому что Шеймуратов, он гордился Салават Юлаевым. Я думаю, что это правильный ответ. И это правильный ответ. Ты была права. Этой фразой генерал Шеймуратов поднимал в атаку своих бойцов. Артем, твой ход. 4. 1, 2, 3, 4. Ты прошел болото. Артем, а ты любишь учиться в шеймуратовском классе? Да, я люблю учиться, и мне очень хорошо учиться в шеймуратовском классе. То, что я еще отличник, и мне все легко дается. Эльвина, твой ход. 2. 1, 2. Категория кони. Втягивай карточку. Вопрос номер 7. Что такое галифе? А. Специальные брюки для верховой езды. Б. Часть упряжки. Или В. Прыжок лошади через барьер. Я думаю, что ответ Б. Потому что галифе как-то более связан с Частью упряжки? частью упряжки. Хорошо. И ответ Б – это неправильный ответ. Правильный А. Специальные брюки для верховой езды. Названы они в честь генерала Галифе. Граф не любил холод. Он заботился о себе и своих подчиненных. Кроме того, считал, что на войне нужно выглядеть элегантно. Он сам придумал эту необычную форму. Друзья, а вы знали ответ? Надеюсь, что да. Скажи, Эльвина, а у вас дружный класс? Да, у нас очень дружный класс. У нас есть традиция дарить на Новый год друг другу подарки. А вот расскажи, вы ходите в какие-то походы, может, музеи? Да, мы с удовольствием ходим в этнографический комплекс Бабаю-Тары, который находится рядом с нашим селом. Он функционирует с 2017 года. Там очень много старинных экспонатов. В этом комплексе находятся дома, например, дом Мазанка,
из плетеных прутьев земляного пола и потолка из жердей. Также рядом находится дом XVIII века из саманного кирпича и более современные бревенчатые дома XIX-XX веков. Также в комплексе есть свой мини-зоопарк, в котором живут заморский павлин, 5 видов фазанов, пони, дикие утки, лебеди, белые голуби, северные олени и лани. Ты так все подробно рассказала, что я могу смело сказать, что я была в музейном комплексе Бабай-Утары. Давай посмотрим ролик, который отправил нам твой класс. Сегодняшний торжественный день я, обучающий Шеймуратовского класса, перед лицом своих товарищей и учителей с честью носить имя шеймуратовца, клянусь быть преданным своему народу, быть достойным памяти павших за Родину, верным сыном родной земли, клянусь достойно учиться, готовить себя к служению Отечеству, всегда следовать девизу шеймуратовцев. Потомки Салавата отступать не умеют. Клянусь! Мы шеймуратовский класс, и мы гордимся своим званием. Быть шеймуратовцем очень ответственно и почетно. Наш долг – быть достойными памяти легендарного комдива и настоящими патриотами нашей республики и страны, и всегда следовать девизу шеймуратовца. Потомки Салавата отступать не умеют. Очень классный ролик получился. А расскажи, кто придумал идею ролика? Идею ролика придумал директор школы и военный куратор. И мы с удовольствием согласились участвовать в этом конкурсе. А как проходили съемки? Съемка проходила очень весело. Где-то было множество дублей, где-то мы смогли снять с 3-го раза. Видимо, у вас очень дружный коллектив школы, потому что вам помогал сам директор. Артем, твой ход. 3. 1, 2, 3. И это творческое задание. Я приготовил стих. Мы тебя слушаем. Майор привез мальчишку на лафете. Майор привез мальчишку на лафете. Погибла мать, сын не простился с ней. За 10 лет на том и этом свете ему зачтутся эти 10 дней. Его везли из крепости, из Бреста. Был исцарапан пулями лафет. Отцу казалось, что надежнее места отныне в мире для ребенка нет. Отец был ранен и разбита пушка, привязанный к щиту, чтоб не упал. Прижав к груди заснувшую игрушку, седой мальчишка на лафете спал. Мы шли ему навстречу из России. Проснувшись, он махал войскам рукой. Ты говоришь, что есть еще другие, что я там был, и мне пора домой. Ты это горе знаешь понаслышке, а нам оно оборвало сердца. Кто раз увидел этого мальчишку, домой прийти не сможет до конца. Очень классное стихотворение. А расскажи, почему ты выбрал именно его? Мне это стихотворение понравилось, и меня это стихотворение тронуло, и я выбрал его. А ход переходит к тебе, Эльвина. 1. Категория кони. А ты разбираешься в лошадях? Я не разбираюсь в лошадях, но в Бабай-Утары я каталась летом на лошади, и в зимнее время мы с одноклассниками катались на санях. Итак,
Вопрос категории кони. Как называется ткань, которая надевается на спину лошади? А. Попона. Б. Вальтрап. Или В. Стеганка. Ты можешь воспользоваться бустерами. Я воспользуюсь бустером. Эльвина воспользуется бустером. Вопрос сопернику. Теперь вы можете рассуждать вместе. Ну, я что-то такое знаю, но, честно, ответа не до конца знаю. Ну, может быть и знаю, но может это быть неправильным. Давайте я еще раз повторю вопрос и вариант ответа. Как называется ткань, которая надевается на спину лошади? А. Попона. Б. Вальтрап. Или В. Стеганка. Ну, я думаю, это В, стеганка. Эльвина, а ты как думаешь? Я думаю, что это стеганка. Тоже. Мгм. И ответ В неправильный. Правильный ответ – вальтрап. Вальтрап служит своего рода буфером между седлом и спиной лошади, выполняя несколько функций. Вальтрап впитывает лошадиный пот, спасает спину от натирания седлом. Теперь придется сделать снова ход назад. Артем, твой ход. 3. Раз, два, три. Так, сюда. Тебе очень повезло, потому что ты движешься вперед и уже приближаешься к вершине горы. Я желаю удачи Джамби, чтобы он догнал Санге. 1. И снова категория кони. Вопрос номер 8. Что такое джигитовка? А. Соревнования по борьбе на поясах. Б. Сложные упражнения на скачущей лошади. Или В. Ритуал воспевания лошадей как высших существ. Я думаю, ответ Б. Сложные упражнения на скачущей лошади? Да. А почему ты так думаешь? Я читала про скаковые игры. И ответ Б правильный. Джигитовка возникла как искусство верховой езды у разных народов с древних времен. Еще не имея четкого определения, под джигитовкой в широком смысле понималась скачка, во время которой всадник демонстрирует свою ловкость, смелость, отвагу, высокое мастерство владения лошадью. Ты ответила правильно. Артем? Два. Раз, два. И попался легкий путь. Артем, ты говорил, что тебе легко удается учеба. А как так получается? Ну, если стараться и хорошо учиться, не тратить время впустую, то ты все будешь успевать, ты будешь все время куда-то спешить, то ты всегда будешь куда-то успевать. У тебя вообще нету свободного времени? Но свободное время, да, у меня почти нету, но иногда есть. Ну, я так по вечерам делаю прогулку, когда есть свободное время. Эльвина, снова твой ход. Давай постараемся догнать Артема. 5. Раз, два, три, четыре, пять. И ты обошла болото и уже у подножья горы. Артем, бросай кубик. 4. Раз, два, три, четыре. И ты перемещаешься снова на исходную позицию. Эльвина, у тебя есть шанс его догнать. Раз, два. И тебе тоже приходится переместиться назад. Что ж такое-то? 6. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Мы тебя поздравляем! Ты Спасибо. первым финишировал. У тебя очень, видимо, быстрый конь, Санге. Поздравляем! Спасибо. Эльвина, ну а ты не расстраивайся. Увидимся с тобой в следующем этапе «Собираемся». Вы смотрели телевизионную игру для юных патриотов «А ты на тып»
Битва командиров. Потомки Салавата отступать не умеют. По коням к победе!